Алло. Алло, Олжас. Сен не, әлі ұйқыдасың ба? Нет, я уже проснулся, все нормально. Неге өтірік айтасың? Я что, теперь каждый день тебя должен будить? Чего ты орешь с утра, ё-моё? Я же сказал, сейчас барам. Баран ты, а не баран. Ты должен был час назад на работе быть. Ты же говорил же, что я больше не твой сын. Вот не надо волноваться, хорошо? Рахмет, что напомнил. Но как бы я все-таки твой биологический отец. Спасибо, что еще раз дал понять. Но я принял правильное решение. Ты вообще как таким стал? Как таким стал, да? Ай, Олжас, осыған кім тәрбие берді осы? Айтшы, не знаю, в кого ты пошел. Егер өзіңді өзің қолға алмасаң, айтпады деме, так и останешься без мозга. Егер біз шешең екеуміз өліп қалсақ, ары қарай не болады? Да, вдруг умрем. Сол кезде істейміз. Құдайым бала берсең сана бер деген. О, это уже что-то новенькое, да? Как ишака не наряжай, все равно конем не станет. Спасибо за ишака, Бахшан Махсатович. Девушка, извините, а до завода еще далеко? Еще как далеко. Вам нужно было вообще с другой стороны сесть. Не могла пораньше сказать мне, ё-моё. Я что, должна чувствовать, кому в трамвае, куда нужно ехать? А что, по ней не видно, что ли, я не местный? Уже видно. Такой наглый. У нас в Павлодаре нет таких. Ой, ладно, Павлодар тут, ё-моё. У вас все святые, да, воспитанные, да? Европа тут у вас? Такой хам. Наверное, с строителями так же разговариваешь. Девушка, Что? вообще-то у меня нету родителей. Извините. Я не знала. Кешірім сұрайым. Дайте пройти. Дорогие друзья, с вами ваш любимый блогер. Как вы видите, я уже переоделся, отметился. У меня есть пару минут, чтобы показать вам завод. Ну что, понеслась? Погнали! Кстати, вот и же первый опоздавший. А конкретно мой сосед Олжас. Передай привет! Пошел нахер, Походу без настроения. Ну ладно, полетели! Что, вчера нормально посидели? Да, нормально, до 4 же сидели. До 4 сидели. Турникет открой. Ты кто? Ты же меня видел вчера? Новенький, что-то опоздал, что ты? А, да, видел. А где твой пропускной? Дома, наверное, что? Слушай, вот ты же новенький, да? А новенький он должен быть ответственным, понимаешь? Коммуникабельным, рентабельным. Слушай, ты где научился такие грамотные слова, а? Брат, у нас в Павлодаре все грамотные, а не как ты. Вот ты же новенький, да? Ты должен изначально показать себя. Вот доказать, что ты не просто так устроился на работу, понимаешь? А ты хреновый новенький. Слушай, ты Павлодарец, ё-моё. Вы что, любите читать нотацию, что ли? И так и с утра отец читал мне нотации. Теперь ты читаешь мне, ё-моё. Ты же охранник, успокойся, ё-моё. А ты знаешь, что за опоздание штраф полагается? Да мне похрен, по идее, Джиги. А мне не похрен. Поэтому берешь ручку, расписываешься, пишешь, что ты опоздал на 2 часа, понял? А, вы еще терпилы, да? Я? Сол үшін зарплата аламыз ғой. Хорошо. Но когда я сам директором был... Болды, аузын жапшы, пожалуйста. На, распишись и дуй отсюда. Что это? Кеше счет қанша шықты? 13 бірдей, 13.400 ба? Митя, ты что делаешь? Бакана, ты капец, в этой одежде похож на этих, ну, которые на заводе работают же. Мы же и так на заводе работаем. И что, получается, мы эти, что ли, заводилы? Митя, юмористическое сальто. Айтпақшы, я, короче, у местных провел здесь. Так. Последний раз машину выиграл некий Иманбек. Иманбек? Ага. Может, он поможет нам? Ну, если жүрегінде иманы болса, наверное, поможет. Ну, давай узнаем у него, пойдем. Тем Боровер, короче, я попозже подойду. А ты что? Я, короче, спецов на щене. Кожак накинул. Капец жарко, ё-моё, я думаю, до вечера сосыть тяхнут. Ну, а что ты не снял его? Ты чё, больной, что ли? А вдруг кто украдет, ё? Кто, Медя, кто украдет твой кожак? Кому он вообще нужен, скажи мне. И он мне конкретно нужен. Я иногда сам у себя его хочу стырить. Просто сила воли
И воспитание матери не позволяет, понимаешь? Пойдем уж, Митя. Что, так получается, что ли? Салам алейкум! Джинтау, салам алейкум, говорит. Брат, мы, короче, как видишь, новенькие на заводе, толком никого не знаем. Может, ты нам объяснишь, тут, как двигаться, с кем общаться, а? Смело, Джигатер, добро пожаловать. Как вас зовут? Меня Кана зовут, это Медя Безвкусный. Очень приятно, я Иманбек. Иманбек? Ну да, чё? Это ты, что ли? Ну да, я, чё? Ё-моё, братан, ты же легенда! А мы какая легенда, Да в Джигатер? натуре легенда, Кось. Да, смотри, какой скромный, а. Ты знаешь, на этом заводе про тебя только и говорят вообще. В натуре некоторые, знаешь, как говорят? Да, ему просто повезло, вот так вот говорят, прикинь. Многие так и говорят. Просто повезло, давай доверят. Вот, да смотри, какой скромный, ё-моё, ты их вообще не слушай, братан. Ты то, что ты сделал, ты не знаешь, что ли? Это же ум, бля, машину выиграл тогда. Да. Ну, не совсем выиграл. Я ее получил за лучшую идею по улучшению завода. Базара нет. Вот это мужик, да? Вот это мужчина, бля. Мужик сказал, мужик сделал не самой, а? Слушай, братан, вообще, как ты придумал идею, а? Просто тоже получить машину, желтуха есть, а? Сейчас. Алло. Медя, это наш шанс. Надо плотно на уши присесть сейчас ему. Так, Улджасик, ты осознаешь, да, что ты опаздываешь первый рабочий день? А это значит, ты безответственный и безнадежный человек. Слушайте, вы что, павлодарцы, любите читать нотацию, что ли? С утра отец мозги парит, потом охранник начал, теперь ты, ё-моё. Ну, во-первых, не ты, а вы. Ну, хорошо. Ну, что будет за это опоздание, а? Штраф? Штраф? Пиши тогда свой штраф. Хорошо. В следующий раз я напишу служебку, и тебя уволят. Слушай, с утра охранник что-то пишет. Теперь ты пишешь. Вы что, терпилы, что ли? Ё-моё. Да? Нам за это зарплату платят. На, распишись в моем журнале, что ты опоздал, и иди работать. Знаешь что? Мне кажется, тут не алюминиевый завод, а терпильный завод, понял? Ты расписывайся. Как говорится, добро пожаловать на завод. Терпил. Медя, врубай! Капец, тема, братан! Тема, братан! Еще Давай раз! еще раз, давай! Капец, что это такое? Давай. Я не знаю. Мужики! 2 раза сделаем, ладно, еще раз. 2 раза всего лишь. Все, Медя, своячка лови. На чем остановились? Иманбек, насчет этого, машины, вот это, выигрыш. Смотри, вам надо придумать идею Так. для улучшения завода. Потом защищаете эту идею. Если начальство одобряет, то вы получаете машину. Понятно? Ну, если на этом все, давайте, не мешайте, я работаю. Конечно, легенда, брат. Весь завод на тебе стоит. Ты че? Мужики, завтра в 2 часа вот этот бильярд включите нам, ладно? Да, прикольная просто тема, ёпта. Все, не это. Вот, дорогие друзья, я вам показал весь завод. А это у нас алюминиевые чушки. Работа на заводе кипит в прямом смысле, потому что здесь работают горячие мужики, как я. О, брат, можешь передать привет моим подписчикам? Спасибо. Ну ничего. Вот еще. Брат, можешь передать привет моим подписчикам? Больной, что ли? Иди попу, клоун. Вот меня туда еще раз послали. Знаете почему? Потому что нету времени передать привет. Все здесь работают. Работа на заводе –
Это очень сложно. Это вам не снимать там какие-то вайны, там какие-то тиктоки. А вот Олджик, передай привет моим подписчикам. Ваня, выключи камеру, ё. А что ты без настроения? Надо было разбудить утром. Я на работу проспал за тебя. Да мы все-таки же коллеги же. Вот если бы ты был бы девушкой, я бы тебя разбудил. Даже не дал бы поспать. Какой-то кшефт, да? Ладно, брат, что ты? Я пойду, меня подписчики ждут. Сколько у тебя подписчиков? Было 4, стало 5. Сегодня мастер подписался. Кто? Мастер. Что за мастер? Я твой мастер! Короче, ты почему куришь на заводе, а? А если ты бычок кинешь в неположенное место, а там масло или бензин? Это же пожар! Это убытки для завода! Да, мастер, почему я должен выкинуть сигарету на масло или на бензин? Я же могу же аккуратно вот так покурить и потушить. Да ё-моё! Ты не можешь аккуратно покурить и потушить. А знаешь почему? Почему? Потому что тупой. А тупые аккуратно бычок не выбрасывают. А знаешь, почему ты тупой? Потому что ты опоздал в первый рабочий день. Ты куришь на заводе. Ты тупой. Ты тупица. Ты тупорыл. Ты тупой. Хорошо, я понял. И что, за это штраф будет, что ли? За это увольняют. Ну, за тебя же попросили сверху. Вот не понимаю, зачем за тебя просят? Хотя я понимаю. Им тебя жалко. Ты же тупой. Давай договоримся так. Ты не косячишь. А косяк это не то, что ты куришь, понятно? Это ты не нарушаешь правила нашего завода. Ты хотя бы маши головой! Да я вас понял, мастер, вы что так? Нет, где вы видели, что я курил? Вот есть у вас доказательства, есть? Долбан, у нас камеры везде стоят. Тем более вот этот второй твой друг, он тоже снимал на камеру, а я на него подписался. Получается, тебя 2 камеры сняли. Дай сюда сигареты. Короче, иди работай. И без косяков, хорошо? Удачи тебе. И там ответственности, ума побольше. Короче, загугли. Посмотри, что надо для развития ума, для развития нормально, чтобы стать человеком. Понял? Пошел нахрен отсюда. Сука. Нервничать оставил? Короче, если мастер будет спрашивать, где мы, скажешь там, что-то увезли, там что-то унесли. Ну, мы же на заводе что-то делаем, да? Что мы делаем здесь? Работаем же? Вот, работаем. Вот это слово, блин, без конца забываю. На, 10 тебе. Вот так вот каждый день по 10 будешь получать, понял? Болдо, братан. Смело. Все, иди. А вы что будете делать? Слушай, ты же 10 получил. Да? Ну все, будешь говорить, что мы типа работаем. А мы будем делать вид, что мы типа работаем. Я здесь просто логику не понял. Если ты каждый день мне будешь давать по 10, Так. это месяц примерно выходит 200 тысяч. У тебя зарплата 180 тысяч. Нормально, мы? Ну вот, как раз ты вот эту 20-ку разницу ловишь, понял? А, да? Да. Вова. Ты же 10 получил? Да. Ну все, Себастьян, нарисуй отсюда. Братан, 10 мың теңге бердің ғой. Әшейін С деші, кетіп қалам ғой. С. Болдым. Все. Слушай, Кана, я здесь подумал. Давай эту машину найдем, просто картину заберем. Нахера нам ее выигрывать? В смысле, как? Ну она же где-то здесь находится, на стоянке либо в гараже. Правильно? Тури. Ты когда этого додумался? Братан, думать надо головой, любить сердцем, а чуять жопой. А я жопой чую, что у нас все получится. Медя, я вот носом чую, что ты пиджак до сих пор не снял. Лучше пиджак внутри, чем синица в руках. Сходу макал материал сразу, бро. А то. О, новенький? А ну иди сюда. Салам алейкум, мужики. Валик. Здорово. 50 грамм, чтобы работа пошла. А что, тут пить можно, что ли? Но если аккуратно, можно. Да, базара нет. А тут я за курение штраф получил. За это столько нотаций выслушал. Короче, депрессия поставила труп менде. Депрессия? Вот выпьем. Ну, тем более у нас повод. У вас что за повод?
Ну, Баха водку принес. Ничего себе у вас повод. Давай. Давайте сядем. Что сказать, пацаны? Нормально. У меня сегодня такой тяжелый день был. Штрафы, нотации. Здоровья, успеха, счастья в работе. Ну, благополучия. Да, бля. Я какой-то меня что-то... Так, короче, давайте выпьем отсюда. Все. Ну что, мужики, за работу? Братишка, мусорку выкинь, пожалуйста. Да без проблем, конечно. Только аккуратно. Не переживай. Давайте тогда, пацаны, удачи. Кстати, друзья, я вам еще не показал, где мы раздеваемся и одеваемся. О, Волжик, передай привет. Ты что, дебил, снимаешь, что ли? Да, он это отснял, потому что него отец попросил. Ну а ты опаздываешь, куришь, бухаешь. Ты портишь весь имидж завода. Ты почему пила? Ну, там мужики пили. Сказали, есть что, повод. Охренеть, а что за повод? Ну, там кто-то водку принес. Баха водку принес. Нифига себе, у тебя даже отмазки тупые. Я хотя бы сказал, что у тебя собака сдохла, я бы тебя пожалел. Слушайте, начальник, хватит уже орать. Честно, я тоже не вчера родился. У меня тоже есть честь. Да мне похрен на твоей чести, понятно? У тебя мозгов нету. Мозгов! Пошел нахрен отсюда. Курминус. Что ты сказал, мразь? Салам алейкум. Валикум ассалам. Ты здесь главный, да? Нет, директор завода же главный. Я простой охранник. Че ты тупишь? Ты за стоянку отвечаешь. А, да, я. Ну, значит, ты главный. Короче, начальник, нам по-быстрому надо машину посмотреть, ну, которую вот этот завод разыгрывает. Есть такая, да? Ну, есть такая, типа, вам зачем? Багаж хотели там посмотреть, там оно. Багаж? Это багаж дегенный, этот кузов, там багаж, салон, короче, все вместе. Вдруг там какая-то вата окажется, да, и вообще стоит выигрывать, нет? Ну, просто так ее нельзя показывать. Да и посторонний вход запрещен. Ертең біліп қойсаң басым кетеді ғой. Ты, походу, не понял до нас. Ну, мы же не просто так. Можно договориться, там, ау-мау. Сөйтіп етпесіңдер ме? Ну, енді за осмотр 30 тысяч будет. Я вообще-то сигареты хотел тебе предложить. Какие сигареты? С капсулой. А, не пойдет так, пацан. С 2 капсулами. Базара нет, выторговал. Все, курсизм мой, да? Все, давай. Ну как, друзья, вам понравилось видео? Если вам понравилось, ставьте лайки, не жалейте. Представьте, что лайк – это поцелуй мамы, объятие отца, удар брата. Волжик, ты что без каски ходишь? Технику безопасности соблюдай? Ты что, опять снимаешь, сука, тварь? Тварь! 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 Ёлки-палки, полдня не прошло. Столько косяков. Ты что, специально мои нервы съедаешь, а? А что, вам можно, что ли? Ну, во-первых, я у себя в кабинете. А во-вторых, как не нервничать, а? Если на тебя такой баран работает. Давай я тебе по-простому объясню. Вот смотри, у нас все на заводе ходят в касках. Если ты будешь без каски ходить, вдруг на тебя кирпич упадет. Это же летальный исход. Пойми, я только буду радоваться. Весь завод будет радоваться. Павлодар будет радоваться. Даже твои родные. Но виноваты же будем мы. Потому что мы тебе не объяснили ТБ. Что такое ТБ? Техника безопасности. А в твоем случае ТБ – это тупой баран.
Ты вообще сегодня на работе был? Не могу дойти. До чего? До развития, да? Нет, до работы. Свинья, как ты дойдешь до работы? Ты сегодня опоздал. Курил, бухал, еще и без каски ходишь, а? Я обещаю, больше так не повторится. Все, мастер, хватит. Я бы тебя давно уволил, Барло. Просто мне директор сказал, чтобы я за этим долбаном присмотрел. Запомни, здесь ключевое слово «долбан». Все, пошел нахер отсюда. Все. 4-й раз простите, пожалуйста. Мастер. Баран. Что? Каску возьми. 5-й раз простите, пожалуйста. Братан, открой багажник. Медя, иди сюда. Тут же нету картины. Братан, картина былай тұрсын. Здесь вообще ни хрена ничего нету. Ни АБС, ни колодки, ё-моё. Салон весь прокуренный какой-то. Как они его, ялмай, разыгрывают еще. Я даже бесплатно не взял бы эту машину. Слышь, бедолага, иди сюда. Точно эту машину разыгрывают? Нет. Ты же сказал эту машину. Ну, вы пришли, сказали, машину, которую разыгрывают. Ну? Ну, моя машина такая же. Все машины одинаковые же. Братишка, ты что нас, лохануть решил, что ли? В смысле, братишка? Такой, что начальником же был. Если тебе неприятно слушать, будешь братишка-начальник, понял? Кана, я ему сейчас пару шапалаков закину, короче, и сигареты наши заберу. Темек үшін урмайтын шығарсың да, Да оставь ты его. Сейчас, блядь, не дай бог еще. Терпило окажется, блядь, нас уволят из-за него. Куть не так суть темекные. Янов, сигаретный куть не так жюрьме только. Он образно сказал. Ох, ё-моё, Дидар звонит. Алло, да, братан? Чё, как там? Есть новости? Да, есть, короче, новость. Тут нужно хорошую идею придумать для завода. И можно выиграть машину. У меня для вас есть идея. Найдите машину и достаньте картину. Базар нет, хорошая идея. Вы капец, по идее, идейный. Все, сұрап тұрсаңдар, идеи дофига. Все. Все, тез картину табыңдар да қайтыңдар. Не найдете картину, я вас кончу. Ой, кончу, говорю. А, правильно, кончу. Все, шеф, болды. Поняли? Ага. Надо эту машину найти побыстрее. Может, этого охранника напряжем? Да не, братан, вообще толку нету от него. Ты же видишь, он мертвый, блядь, как его тачка. Надо с этим, с Иманбеком что-то делать. Вот эта идея хорошая была. Все тише, брат. Друзья, сегодня я вам показал завод, рабочих, раздевалку. Теперь я вам покажу лабораторию, потому что там работают самые красивые девушки завода. Недоблогеры, иди сюда. Друзья, я на 5 секунд отключаюсь, а вы не отключайтесь. Пока ставьте лайки, комментарии. Самое интересное еще впереди. Зачем так непрофессионально грубишь? Слушай, харе снимать меня, понял? Вообще ко мне не подходи. Көрдің ба, мен телефон шығарып түсірмей қойшы өтінем. И таких проблем хватает из-за тебя, понял, ё-моё, Все, брат, извини. Я просто хотел себе побольше подписчиков. Зачем? Скажи, зачем тебе подписчики? Ну это классно же, брат. Вот, например, меня смотрят мои родители, как я работаю, и гордятся мной. Родители, говоришь? Да, это же мама и папа, о. Я знаю, кто такие родители, понял? Понял? Ренжимеш, брат. Түсірмеймін. Слушай, вообще это классная идея. Ты красавчик. Рахмет, брат.
Слушай, хочешь еще больше подписчиков себе? Конечно. Контент, Естественно. рейтинг, Да. как там у вас? Комменты, лайки. Да. Я еще хочу, чтобы ты быстро сказал, а то интрига стал у вас, не Короче, есть идея.